ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В городском дворце культуры прошел крупный праздник в честь 65-летия Центра детского творчества имени Генриха Корчевского. Кирпичное здание в самом центре Соснового парка знает большинство ухтинцев. Для старшего поколения оно навсегда останется дворцом или домом пионеров. А те, кто связан с этим местом непосредственно, называют его просто «Страна детей». В этих стенах выпускают детскую газету, занимаются прикладным искусством, бальными танцами и классическим балетом, готовятся к турпоходам и учатся рисовать. Всего и не перечислить. Все это стало возможно благодаря создателю детского парка и Дома пионеров. Он стал легендой, и все, кто знал его, говорят об этом человеке с нескрываемым восторгом. Мы, старшие пионерские вожатые, гордимся тем, что нам довелось работать с самым замечательным человеком, мудрым педагогом, воспитанным человеком и главным вожатым Генрихом Адольфовичем Корчевским. Конечно, после его смерти ушла целая эпоха. Если раньше одного звонка Генриха Адольфовича хватало, чтобы во Дворце пионеров появились, к примеру, стройматериалы, то теперь Центру детского творчества сложнее. Помогают спонсоры. Они, конечно, были и раньше, тогда их называли шефами. И еще при основателе для них появился специальный орден «Лучший друг детей». На юбилейном концерте старую традицию награждения возобновили. Такой орден получил и директор нашего телеканала ГСП Константин Пивоваров. Раньше он сам ходил заниматься в Дом пионеров на кружок астрономии. Потом вырос, но любовь к этому месту никуда не делась. Вижу многих людей, которых я лично знал и знаю по Дому пионеров. Очень рад видеть всех. Хочу в этот замечательный день сказать слова благодарности людям, которые там работают. И хочу обратиться к нам же, спонсорам. Давайте восстановим планетарий. Рубли, вложенные в развитие ребенка, щедро окупаются последующим его вкладом в искусство, науку, социальную жизнь. Эти слова на концерте прозвучали неформальным пафосным выражением. Они отразились на сцене. На празднике выступили коллективы, чьи руководители когда-то постигали азы будущей профессии именно в центре юбилярия.